Свое участие в Дельфийских молодежных играх Якутия начала в 2003 году. С тех пор многое изменилось. Поменялся и подход к освоению разного вида творческой деятельности. Связано это в первую очередь с развитием информационных технологий и большей вовлеченности профессионалов в креативную индустрию. В этом году 21-е Дельфийские игры в республике проходят по 34 номинациям. Это самое большое количество направлений по сравнению с прошлыми годами. Возросло и количество участников. Так, в региональном отборочном этапе за место в якутской делегации поборолись 240 воспитанников 28 профессиональных образовательных учреждений. При этом внимание во многом привлекли IT-направления. Очень много заявленных участников у нас, и отбор, если мы планировали, например, один день соревноваться, то, несмотря ни на что, мы соревновались 3 дня. Поэтому в этом году ажиотаж очень большой. Несмотря на то, что в прошлом году очень мало заявок было, и заявки были все на творческие направления, это танцевальные направления и музыкальные. Что неудивительно, регион постепенно начинает завоевывать статус центра IT-технологий страны. Сегодня это один из приоритетных путей развития республики. Каждое следующее молодое поколение, оно должно что-то взять лучше из традиций и в то же время отвечать вызовам современности. Поэтому наши Дельфийские игры, они тоже на это ориентированы, поэтому большой блок IT-профессий, большой блок креативных индустрий, и даже если, может быть, это традиционные отрасли для нашей республики, но современные технологии, они там тоже используются. Говоря о том, насколько Якутия влияет на развитие Дельфийских игр, нельзя не упомянуть и тот факт, что за последние годы в республике значительно увеличилось экспертное сообщество. Если еще в 2018 году насчитывалось 24 профессионала, то уже сегодня их количество достигло 98. Это очень большое количество экспертов. Туда вошли у нас, во-первых, это художники известные, у нас в Якутии. Это вошли модельеры, дизайнеры, фотографы, блогеры, YouTube-блогеры вошли. Также преподаватели высшей школы музыки туда вошли. Художники, конструкторы туда вошли. Учителя школ, начальных классов. Между тем, самым верным способом заявить о себе не только в России, но и за рубежом сегодня остается презентация культурного кода региона. Глобализация задает тренды и говорит о том, что людям интересно узнать, как живут отдаленные народности. Во многом именно этим обуславливается, к примеру, популярность якутского кино или иного медиаконтента. С готовностью публика встречает и национальную культуру в модной индустрии. Как отмечают эксперты, именно это и может стать ключом к победе якутских участников Дельфийских игр по направлению дизайн одежды. Культурный код, который они несут в своих коллекциях, я действительно заметила, с какой любовью и с какой трогательной, скажем так, с трогательной внимательностью они прямо все это внесли именно в свои коллекции. И все это читается на современном уровне, на достаточно современном уровне. И не так бросается в глаза, конечно, скажем, но тем не менее это очень современно, это очень актуально. И я думаю, что подобные коллекции, они будут действительно очень актуальны. Стоит отметить, что в этом году республика впервые отправит своих конкурсантов по данной номинации. Регион будут представлять молодые и опытные дизайнеры, призеры и участники чемпионата WorldSkills и фестиваля Arctic Fashion Show. Разумеется, помимо таланта и профессионализма, одним из главных критериев участия в Дельфийских играх было наличие собственной коллекции. Образы, которые вы сейчас видите, были разработаны и пошиты самими участницами в мастерских колледжа на практических занятиях. Оцениваться они будут отдельно. Однако самый волнительный этап региональных отборочных – это творческий показ. Участницы прошли жеребьевку, выбрали тему и за 6 часов должны были создать целый образ, позже представив его экспертной комиссии. С задачей все 4 конкурсантов справились, однако войти в состав якутской делегации сможет только одна.
Мне бы не хотелось, наверное, обижать девочек. Все действительно участницы были талантливые, ну, имеется в виду талантливы. Работы очень, они все разные, но, скажем так, уровень у всех действительно такой достаточно хороший уровень для нашего региона. Для создания своих финальных работ каждая вдохновлялась по-разному. Кто-то опирался на уже существующие актуальные в сезоне фасоны, а кто-то привнес в образ художественной эстетики. Но каждого дизайнера объединила общая мечта – создания собственного бренда. К этому, признаются девушки, они стремятся с самого детства. А участие в 21-х Дельфийских играх для них еще одна возможность набраться опыта. С такими студентами интересно самому работать, заниматься, потому что видишь, когда глаза горят, человек не жалеет ни средств, ни времени, ни трудолюбия для того, чтобы достичь своих целей. Финал игр пройдет в апреле. До этого времени у девушек есть возможность подготовиться. Одной из площадок, которая вполне подойдет для испытания таланта перед соревнованиями, станет Mercedes-Benz Fashion Week в Москве. Там общая концепция. Все эскизы утвердили. Сейчас делаю макеты и отшиваю. Дальше планирую поступить на вышку. Там Косыгинка или МХПИ, может быть. В любом случае, даже если в этом году воспитанницы колледжа не покажут серьезных результатов, то возможность нарастить силы и мастерство есть. Так, в этом году колледж технологии и дизайна выиграл федеральный грант конкурса «Молодые профессионалы» национального проекта образования. Поэтому уже в этом году, к 1 сентября, у нас будут 2 наисовременнейшие мастерские по технологии моды и цифровому моделиру. Мне кажется, что это даст уже следующим поколениям наших студентов дальше развиваться в этом данном направлении. Финал Дельфийских игр 2022 пройдет с 22 по 27 апреля в Красноярске. А уже 18 февраля станет известно, кто в составе официальной делегации представит республику и поборется за звание лучшего в России. В этом году такая возможность выпадет лишь 50 специалистам. Саргалана Неустроева, Владимир Павлов, Якутск.